алейкум. Витаю вас, друзья. Витаю вас, друзья. Так, сегодня 20 марта 2025 года, 17 часов по Берлину, 19 часов по городу Джохару, бывшему Грозному. Я вас всех, друзья, приветствую сердечно и от души. Так, как будет? Так, наверное, лучше, будет. Сегодня наш стрим я назвал «Перемирие Трампа и Путина или почему российская армия проиграла». Давайте об этом и многом другом поговорим. Но перед тем, как начать наш свой стрим, как обычно, я хочу сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины вам зачитать о потерях русских боевиков в Украине. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1400 русских боевиков. 13 танков уничтожено, 38 боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 3 антиаэркрафта системы, 179 БПЛА, 91 спецтехника, автомобильная техника и цистерны. Слава Украине, слава ЗСУ. Потерь таких боевых бронированных машин и танков уже достаточно давно не было, относительно давно не было. Это говорит о том, что русские пытаются наступать максимально, теряют свои уже небольшое количество оставшихся своих танков. Как-то так. Давайте об этом и много другом поговорим, друзья. Пишите ваши комментарии, если вам это безопасно, если вы не находитесь в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Пишите комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим, пусть больше людей узнает правду. Распространяйте, друзья, распространяйте. Такс. В YouTube нас видно, да? Просто ни одного комментария нет до сих пор, поэтому спрашиваю. Вроде люди есть. Даже не приветствуют меня. Молодцы, значит. Валейк салам, пересменщик. Пересмешник. Шалом, Эркин. Шалом. Такс. Что еще? Видно и слышно. Коха. Приветствую, Коха. Видно и слышно. Супер, значит. Давайте немножко вам комментариев немножечко по поводу происходящих событий. Дело в том, друзья, что Евросоюз намерен организовать поставку Украине боеприпасов на 5 миллиардов евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее планировала согласовать выделенную Киеву 40 миллиардов евро в этом году. Однако об этом страны-члены пока не смогли договориться. Скорректированный план предполагает, что Евросоюз передаст Украине 2 миллиона артиллерийских боеприпасов. Это очень-очень краткосрочное дело, подчеркнула Каллас. Можно принять участие или выделив деньги, или посредством прямых поставок боеприпасов. Агентство АФП уточняет, что предложение Кая Каллас о предоставлении Киеву помощи 40 миллиардов долларов не одобрили крупные страны ЕС, среди них Италия, Испания и Франция. Мы думаем, их согласуют, и в любом случае эта помощь будет предоставлена. Также важно отметить, что Германия меняет свою конституцию, то есть свой основной закон.
и собирается потратить на свою безопасность, и для этого меняется Конституция Германии, до триллиона евро. То есть колоссальная цифра, которая Германия с окончания Второй мировой войны, наверное, близко даже не подходила. Вчера, сегодня идут массированные бомбардировки Самары, Саратова, Энгельса, горят нефтеперерабатывающие заводы на России. Так же, как я уже сообщал, Россия тоже наносит удары. И вот по беспилотникам было сбито 179 беспилотников. Ну, огромное количество беспилотников и полетело и в сторону России. Короче говоря, война продолжается, несмотря на то, что перемирие там говорится и так далее. Мы будем смотреть каждый раз на сообщения от Генерального штаба Сбройных сил Украины, которым мы безоговорочно доверяем, вооруженным силам, сражающимся. Не всем в Украине доверяем, а ЗСУ доверяем. Поэтому и каждый раз мы, когда видим такие потери, 1400 вот за прошедшие сутки уничтожено и ранено боевиков, ну, это говорит о том, что до перемирия еще далековато. Еще далековато. Не понимаю, конечно, всей тактики, которую ведет Дональд Трамп. До конца не могу понять, потому что может связано с тем, что у нас просто мало информации, все это скрыто. Но можем предположить, мы можем предположить, что США не будет об стену брать за ногу, просто за ноги и разбивать об стену все достижения, заслуги Соединенных Штатов, 11-летней борьбы украинского народа, широкомасштабной, мощной войны трехлетней последней. Просто взять и разбить за ноги об стену, ну, мне кажется, это сверхглупо, что не может никто пойти на такую откровенную ошибку. Но, опять же, очень трудно понять, что происходит. Мы понимаем, что какая-то договоренность есть. Русские начали петь американцам оды снова, что Америка очень крутая, что надо договариваться с Америкой. Фашист-идеолог Дугин говорит, что это шанс, который нам дала Америка, и мы должны его использовать, там, и так далее, и так далее. Но не знаю, в конечном счете мы увидим, кто будет бенефициаром, а кто будет тот, кто понесет убытки в этой ситуации. Но, по всей видимости, это будет армия, которую сливают российские вот эти салаги, вояки. Ну, будем посмотреть. Просто очень странная ситуация. Ты не понимаешь просто, ну, где профицит у Америки, где выход, где доходы, прибыль Америки. Какая-то работа ведется. Сейчас говорят, что Запорожская атомная электростанция и другие, какие неизвестно, Запорожская точно, будут под контролем Соединенных Штатов Америки. Но, в принципе, это правильно бы, да, чем они у русских находятся. Лучше они под контролем у американцев находились. И все. И все, что ли? Это есть вот все достижения. А Путин и Россия, ну, слишком сильно легализованы. Вот за эти последние дни, за то, что Трамп говорит и делает в отношении России, но Путин фактически снова легализуется, снова его делают рукопожатным. Не знаю, значит, кто-то важнее, чем Путин есть за Путиным. Более опасный, более чем сам Путин, который постоянно лжет, совершает военные преступления, преступления против человечности. Не знаю, не знаю. Конечно же, в идеале было бы, конечно, если бы была бы люстрация в Украине от всей вот этой КГБшной агентуры, которая начала эту войну вместе с Россией. И они до сих пор себя очень хорошо чувствуют, бьют себя в грудь, как ярые патриоты Украины. А это они зазывали эти российские войска, мы вам все подготовим, заходите в парадной форме, мы все вам обеспечим и так далее. Поэтому посмотрим, как все будет развиваться, будем наблюдать просто. Давайте почитаю ваш комментарий, напишите, что вы тоже думаете по этому поводу, друзья.
Алейк салам, героям слава. Асан, что думаешь о введении электронного евро в октябре 2025 года? Ну, я об этом не слышал, что будут вводить в октябре электронный евро. Но то, что к этому все идет, в принципе, давно это уже было понятно, что все будет переходить в цифру. И не бумажных денег. Ну, короче говоря, знаете, я не против того, чтобы были и электронные деньги. Я, наоборот, только за технологии, за развитие и так далее. Но я за то, чтобы вот эти технологии нас не взяли в клещи, откуда мы не сможем вырваться, даже если власть, а власть, ну, нужно держать в ежовых рукавицах, ей доверять 100% нельзя, потому что это люди, мы которым отдаем свои права и свои полномочия над собой. Поэтому я считаю, что если вводятся электронные деньги, вводятся цифровые деньги, обязательно должны остаться и бумажные деньги, и вот система, которая даст человеку свободу и не будет полностью она его контролировать. Например, если я работаю, и у меня, ну, там они, конечно, есть специальные кошельки, электрокошельки, которые ты можешь там закачать на флешку и так далее, и пользоваться, и они у тебя не в сети будут. Ты можешь их на карман положить, как флешку. Это твой кошелек будет. Это цифровые деньги есть, управление. И поэтому я за то, чтобы технологически люди развивались и шли навстречу переменам, изменениям, только за. Потому что этого бояться, да, это приносит ошибки, приносит иногда урон, но если человек будет рассчитывать правильно все, можно минимизировать этот урон от новых технологий, новых каких-то новшеств, новаторств каких-то разных. Но при всем при этом мы должны не забывать, что мы и так находимся под тотальным контролем. Да, это, конечно, терроризм плохо, фашизм, русизм и вся остальная вот эта тема, все это плохо, против этого нужно бороться, но мы должны учитывать, что наши права мы должны сами отстаивать и не отдавать их закрытыми глазами, там, и не бороться за них. За эти права наши отцы, деды, прадеды проливали кровь, трудились, думали, чтобы прийти к свободе, к демократии, к правам человека. И сейчас просто, если мы расслабимся, как будто это так и должно быть, это просто уйдет у нас. И мы опять станем, как на России, как в Советском Союзе, будем под контролем, под колпаком. Поэтому, конечно же, в этом смысле нужно думать наперед. А так, электронные евро или электронные доллары, это, ну, мне кажется, хорошо, пусть развиваются. Мы просто должны всегда думать о том, чтобы нас не контролировали. Вот, например, телефоны, да, это самый лучший такой пример, смартфоны. Почему смартфоны сделаны так, что нельзя оттуда убрать батарейку? Ведь вначале смартфоны были, где можно было вынимать батарейку, правильно? А потом они сделали так, чтобы мы не могли сами вытащить батарейку. Это чтобы нас можно было прослушать и отследить. Да, но это же не совсем честно по отношению к нам. Мы платим за этот iPhone, мы платим за интернет, мы хозяева, мы платим за это все. А получается, мы платим за агента, за того, кто за нами следит, прослушивает. Я опять же против терроризма, против всего остального, но основной российский терроризм, вот это никак не мешает. Основной российский терроризм сегодня Трамп встречается и говорит: нормальный парень, убийца, с фашистом, с ублюдком Путиным, Трамп говорит: это нормальный парень. Я не понимаю, что там сзади за этим всем остальным кроется. Может, там будет какой-то супер, какой-то гамбит, где супер будет разыграно все, и там Путин окажется разбитым и в луже. Но я знаю одно однозначно, что Путин это фашист, ублюдок, массовый серийный убийца и абсолютно бессердечная тварь. Вот что я знаю. И этот человек совершил геноцид моего народа, взорвав своих русских. Представьте, как вероломно и подло. Своих спящих женщин, детей, взорвав в своих собственных домах, он совершил над нами геноцид. Поэтому
Если кому-то там нравится Путин, хороший парень там и так далее, ну, мне он не может нравиться. Я понимаю, что войну нужно останавливать, я понимаю, что украинцы не бесконечны, что им нужна помощь, об этом все время говорю, призываю. Ну, называть там Путина нормальным парнем, договороспособным, ну, это, мне кажется, выходит за рамки просто общечеловеческих принципов. И так это не делает Америку снова великой. В моем понимании это не делает Америку снова великой. Я не знаю, может, в другом понимании это как-то по-другому звучит. Поэтому вот эти вещи, которые происходят вокруг нас, они должны быть нами контролируемые. Мы не должны расслабляться. Вот в чем дело. Понимаете? Я с большим уважением отношусь, как вы знаете, к Соединенным Штатам Америки, к Дональду Трампу, ко всему американскому народу. Но опять же мы должны понимать, что такие вещи, они должны быть нам понятны. Понятно как-то, объяснимы как-то, ну, чтобы не было катастрофы. А то мы так будем сидеть, ушами хлопать, а в итоге окажемся под контролем. Ну как это так? Так не должно быть, на мой взгляд. Так. Японцы тоже, если что, наготове. Ну, японцам следовало бы вернуть свои Курилы. Да, говорят, что рассекретили архивы убийства Кеннеди. Да, да. Так, рубль укрепился относительно доллара и евро. Да, да. Странно, потому что Россия начинает войну, когда это выгодно США, говорит О. Ну, не будем слишком конспиративные версии подтягивать. Адаев. Турция бунтует, Палестина пылает, хуситы ракеты пускают. Как думаешь, Аслан, пошла большая движуха? Думаю, не знаю, насколько она большая, но движуха она идет, и она будет только эскалироваться, потому что ну, никто не решает вопрос о мире и так далее. Идет ситуация по поводу эскалации всего. Производится оружие. Каждый божий день мы видим, что вот там выделяются миллиарды, выделяются там сотни миллионов, ну и так далее. И оружие, оно имеет свойство стрелять, как мы знаем. Поэтому я думаю, что только эскалация будет. Так, электронные деньги это рабство, а кэш это они хотят убрать. Ну, ну не знаю, насколько рабство немножко, но я могу сказать, что мы должны наши права отстаивать. Сейчас, вот сейчас. Не бояться новых перемен, изменений, а наоборот идти к ним, еще раз говорю. Но мы должны быть готовы к тому, что нами попробуют манипулировать и управлять. А мы должны сделать так, чтобы наши свободы, они были сохранены. В противном случае, какая нам разница, жить под тоталитарным советским КГБшным режимом или по каким-нибудь другим режимам? Разницы нет. Шалом из Берлина. Шалом, дорогой Савелий. Берлин. Шалом. Шалом алейхум. ВСУ на Белгород зашли. Говорят, да, есть такая информация, что ВСУ атакует Белгород. Ассаламу алейкум, брат. Счастья, здоровья и долголетия. Да сбережет тебя Аллах. Ва алейк салам, пользователь. Спасибо. Да нет, Асан, нет никакого гамбита. Это их план. Но это очень печальный план, я тебе скажу. Если это, я не думаю, что это план. Это же уничтожение репутации Америки. Понимаете? Снова великой Америку так не сделать. Если Америка поддерживает Джо Байден и другие ранее, все поддерживают Украину полностью. Ей
ее право на свободу, на независимость. Но это же правда, мы же не выдумали, что Украина защищается и что она борется за свою свободу против империи, правильно? Об этой империи еще Джохар Дудаев предупреждал, еще люди предупреждали огромное много лет назад тому и так далее. Но не может быть сейчас так, ну ладно, теперь убийца, геноцидальщик, фашист, ублюдок Путин становится нормальным. Но это невозможно просто. Понимаете? Я понимаю, там какие-то трюки есть, возможно, там какая-то супер цель идет, которая супер такая стратегия, схема, что в итоге потом выйдет так, что потом станет так и сяк. Но будем наблюдать, будем наблюдать. Я не думаю, что взяв за ноги вот, и со всей силы об стену, Трамп не может ударить ни Америку, ни ее репутацию и все остальное. Посмотрим. Недолго тебе осталось, говорит Саня Рыбак. Саня, а ты что, гадает это, как его, Нострадамус или Баба Янга ты, Ванга, кто ты там? Откуда ты знаешь, что мне недолго осталось? Ты смотри какой. Параллельно в ТикТоке не транслируете? Транслирую, сейчас стрим идет и в ТикТок, и в Ютуб. Ой. Алмаз, не хотел бы ты сходить за русским кораблем? Ну, я смотрю тут ТикТок. Геша, добрый вечер, добрый вечер. Я смотрю здесь. Так. Добрый Лаура. Спасибо за подарки, друзья. Спасибо за подарки. Трамп занят Ираном. Да, я думаю, да. Если начнет замес в Иране, это тогда Асан. Ну, я думаю, да. Я думаю, что ну, вокруг Ирана, возможно, внутри Ирана, да, будет серьезная
серьезная заваруха. Как бы Иран должен быть переформатирован, скажем так. Я так это вижу. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Краснодарский край. Вчера в Кропоткине горит нефтяная станция. Сегодня в Энгельсе горит нефтяная станция. Короче говоря, русня пылает синим огнем, Дион. Что я могу сказать? Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Основной вопрос, ну зачем сегодня, когда война в Украине? Почему не раньше, 20 лет назад? Ну, не знаю, это вопрос, конечно, не ко мне, но дело в том, что сейчас Россия, она ослабла, понимаешь? Россия – это ближайший союзник Ирана, все это время был этим Ираном. Спасибо, Лаура. И сейчас уничтожается Хизбалла, это миньоны, это прокси-армия Ирана, хуситы тоже. И вот все, кто связан с ними с религией, по религии, шиитской религии, они вот этих людей накачивают и оружием, деньгами, пропагандой. И вот они их используют против США и Израиля. И сейчас у Ирана не осталось друзей фактически. Хамас это российская была, почему-то постоянно пытаются на суннитов, на шиитов это все столкнуть. Это сунниты, которые связаны больше с Россией, всегда были. Конечно, и шииты тоже им не враги, имеется в виду иранские шииты. Она разгромлена, Хамас фактически. Хизбалла разгромлена фактически, руководство, верхушка. Хуситов сейчас громят. Ну и я думаю, что ситуация будет развиваться в этом направлении, что на Иран будет внимание уделяться. Россия хочет сдать Иран, но вопрос как? Ну, не знаю, как вопрос, что значит как. Просто Россия может не помогать, раз, задействовать свою агентуру, которая также имеется, своих людей. Например, я полагаю, что в Сирии, если не выведена российская база, и мы не видели люстрации асадистов, людей Асада, то все эти люди, они, в принципе, верны России, и их можно задействовать. Они могут начать войну против Ирана, Сирия может начать войну против Ирана. В этом, в принципе, заинтересованы и Турция, и НАТО, и Израиль. Поэтому, именно поэтому, может быть, Нетаньяху, или кто там, не Нетаньяху, а израильская сторона говорила, что не выводите российские базы из Сирии. То какой толк-то, правда, там поменяли Башара Асада на другого Башара Асада, получается, если там россияне остаются. Но это и говорит о том, что что-то там есть скрытое, что-то нужно Израилю. На 7 октября на Израиль нападают миньоны русских, убивают 1200 человек, женщин, детей, безоружных людей. А потом Израиль говорит, чтобы Америка не уходила из Сирии, чтобы русские не уходили из Сирии. Логика просто моя не работает в этом случае. Не понимаю, как это так бывает. Значит, есть какие-то большие цели. Или же Израиль не главный в этой ситуации. И я полагаю, что Израиль не главный в этой ситуации, а Америка. И Израиль помогает Америке. Понимаете, вот как это выглядит. И то, что Америка говорит, что сектор Газа теперь будет американской территорией, у меня только одна мысль после этого возникает, что все-таки бомбили это все не израильтяне, не Цахал,
А американцы, если бы это завоевывали бы, да, это так называется же, евреи, то эта земля должна была бы, они бы об этом говорили бы. А тут кто-то бомбил сектор Газа, и потом Дональд Трамп говорит, что это будет наша земля. Ну, крайние будут евреи. И евреи будут самыми кровавыми, плохими убийцами и так далее, и так далее. Ну, вот такая вот не очень хорошая ситуация и роль у Израиля получается. И русские не американцев, не гнобят американцев, а гнобят евреев. Да, Израиль виноват, самый главный враг Израиль. Вот у меня висит давно американский флаг, да, они заходят, говорят кто-то за него. Но как только появился еврейский флаг, там просто они всех собак спустили. Почему так? Почему? Разве Израиль не ближайший союзник Соединенных Штатов? Поэтому не знаю я, как это все будет, к чему это все идет, но будем наблюдать. Будет ли наземная операция против хусита и Ирана, или будут просто бомбить, как это будет война без конца. Но я думаю, что если наземная операция будет происходить, то, скорее всего, она будет происходить при помощи, там, например, сирийцев, Цахал, израильской армии. Ну, вот как-то так это будет происходить. Может, кто-то другой подключится. Может быть, там азербайджанцы поднимутся. Внутри страны кто-то поднимется. В Иране огромная диаспора азербайджанская. Азербайджан и Израиль очень близкие союзники. А Азербайджан это и шииты, и сунниты. Там тоже все перемешано. Короче говоря, не знаю, посмотрим. Американцы, я не думаю, что будут заходить пешим маршем. Я не думаю. Ну, по крайней мере, пока. Хотя попозже все может измениться в корне. Например, когда в Мосуле, в Ираке были боевые действия, американцы обстреливали, а штурмовали иракцы, курды, вот эти люди были, там какие-то другие там национальности. Но американцы наземно не входили. В Мосул, например, хотя они там сравнивались с ракетами, бомбардировкой, все с лицом земли. Русские блогеры начали бить тревогу о будущем конфликте между русским миром и тюркским миром. Ну, я не думаю, что пока это будет, потому что тюркский мир, если брать Турцию, это НАТО. А НАТО они боятся. НАТО это США. США это Бог для русских. Это их Бог. Бог сатаны, понимаете? Сатана, он боится Бога, но признает его величие, его могущество. И где-то там цепляет его там из-под тишка, там, наговаривает на него гадости, говорит. Но встать во весь рост и сразиться с Богом сатана не решится никогда. Вот приблизительно в такой же ситуации находится Россия и против США. Ну а Турция, тюркский мир это НАТО. Они всегда делали евреев крайними, как чеченцев делают. Ну, да, в определенной степени, да. Дело в том, что чеченцы не выбирали свое положение, а евреи выбрали. Они хотят быть с Америкой, в союзе, но им нужно свое государство. И им в обмен на это дают государство, помощь, поддержка, финансы, вооружение и так далее. А по факту, да, они на острие между молотом и наковальней, да. Как и чеченцы, которых... Ну, у нас положение еще хуже, да, как сравнивал чеченцы, евреи и чеченцы, это два ангела. Бог для России, это для сатаны, это США, и он боится против Бога своего переть, и она бьет по ангелам. Но есть одна проблема. Один ангел на свободе находится рядом с Богом, другой, ну, конечно же,
условно все это обозначение. И один ангел находится в клетке с этим людоедом, сатаной. Сюда засунули. Наше положение самое безвыходное получается в этом случае. Но зато самое такое, выковывает силу, делает нас сильнее. Израиль хочет, чтобы Россия осталась в противовес Турции, чтобы она не доминировала в Сирии. Ну, Израиль, я не понимаю вот этой логики, если честно. Если же Россия совершает акт геноцида, убивает 1200 израильтян, это без сомнения Хамас, это миньоны России, ЧВК Хамас, российско-иранская, но в первую очередь советская, российская, это ЧВК Хамас. И чтобы они остались, ну это же смертные враги, смертельные враги. Это, ну как они остались? А Турция входит в НАТО, союзник США. Да, она будет иметь давление, влияние, но она, не, по крайней мере, Турция не убивает 1200 евреев. Поэтому моя логика не воспринимает эту информацию просто никак. Игра только, я могу понять, что это игра, что забалтывают русских, чтобы там им делают, короче, такое, капкан им расставляют, что да, вы оставайтесь, с вами будет все хорошо, там, ля-ля тополя, а в итоге потом выйдет так, что русские окажутся в проигрыше. Может быть так, потому что, ну, по-другому, ну, как это может быть, не могу себе объяснить. Израиль, напротив, за создание Курдистана, это будет противовес Турции. Нет, Курдистан это другой разговор. Если Израиль поддерживает курдов, противовес Турции и так далее, это совсем другая история. Но русские-то, это же геноцидчики, которые только лишь... А это же не получилось разжечь этот пожар мировой революции, исламской революции. Это же в этом же загвоздка произошла. Ведь если все пошло по плану, то должны были 2 миллиарда мусульман подняться, здесь в Европе должны были теракты проводиться, везде нападения на синагоги, на евреев, на американцев. Там, короче говоря, такой хаос должен был мировой подняться. Не получилось просто. Планы-то были грандиозные на самом деле у русских, понимаете? Поэтому в любой момент русские могут снова сделать и евреям, и американцам ту же пакость. И это разве можно забыть, или это можно как-то сбросить со счетов? Не могу понять. А то, что курды поддерживают, ну это другой разговор. Курды не собираются уничтожать Израиль, курды не убивали евреев. И как бы с ними можно выстроить. И американцами у них неплохие, у некоторых курдов отношения, хотя и с русскими у них тоже есть хорошие отношения. Поэтому как это все будет, это я не знаю, но курды это совсем другая история. Совсем другая. А то, чтобы проставлять противовес против Турции, ну, это логично. Конкуренция. Израиль хочет, чтобы Турция не была мощнее. Там. Это все понятно. Но как с русскими, с Россией, с ФСБ выстраивать? Я понимаю, что в Израиле огромное количество русскоязычных и агентуры, наверное, КГБшной там предостаточно. Но все равно же там и есть и Моссад, и какие-то другие разведки израильские, которые должны все это контролировать. Посмотрим. Турция за палестинцев, говорит Осман. Ну, Турция, она, знаешь как, она на словах за палестинцев, а на деле что-то мы не видим, чтобы она была за палестинцев. Это так слова, знаешь, Эрдоган изображает из себя лидера мусульманского мира, мира которого не существует, мусульманского мира как такового не существует. Мусульмане есть в огромном количестве в разных странах живут, но как таковое там единство, братство, этого нет. И не было, по крайней мере, пока шел геноцид чеченского народа, мы его не увидели, этого единства. И это самый лучший показатель. Причем, когда первую русско-чеченскую чеченцы выиграли, и весь так называемый мусульманский мир хвалил, там, восхищался чеченцами, и сразу же такой контраст, когда чеченцы терпят поражение, и над ними совершается геноцид, никто им не помогает. Но даже после первой русско-чеченской, когда мы деоккупировались, когда выгнали русских со своей территории,
ни одна арабская страна или мусульманский так называемый мир не поспешил признать Чеченскую республику. Талибы, братья русских, нас признали только после того, как уже была борьба с международным терроризмом, и нужно было нас пристегнуть к этому международному терроризму. Фактически талибы сделали такую медвежью услугу, нам оказали. Когда мы были свободны и независимы, ни Афганистан, ни талибы нас не признавали, а потом они взяли и резко решили нас признать. Поэтому я не думаю, что Турция за Израиль, Турция за Америку, а все остальное это перехват инициативы. Если не будет Эрдоган говорить это, что вот он там мусульманин, там мусульманский мир поддерживает, то появится кто-то другой. Например, Россия выдвигала Рамзана Кадырова на эту роль, главу там мусульманского мира, который за всех мусульман говорит и так далее. Эту роль играет сейчас Эрдоган, как бывший халиф Османской империи и так далее. Ну, Османской империи не существует, и мусульманского мира не существует. Нету его просто. Как нет христианского мира. Есть каждой страны отдельно. Есть цивилизации. Американская, англосаксонская, англо-американская цивилизация. Есть там османская, турецкая цивилизация. Ну, вот каждого своих есть. А какого-то там исламского мира, на мой взгляд, не существует. Нету его просто. Это обман, это фейк. Это чтобы управлять нами. Это фейк. Поэтому я не думаю, что Турция за Палестину. Ну, в принципе, она за Палестину. Турция, потому что Израиль тоже это Палестина. Мы правильно должны эти термины использовать. И Иордания, и часть Сирии, это тоже Палестина. Но Турция за себя. А ее ближайшие союзники это США, тот же Израиль и все остальные. Как-то так я это вижу. Если за палестинцев, что же не забрал их к себе, говорит, божественно. Но он нет. Салам всем свободным людям, салам, брат. Салам, мой дорогой, салам. Так, давайте комментарии почитаю. Что сделала Турция, чтобы быть в Палестине? Ну вот, Турция делает дела с Израилем, это факт. Да, Шамиль, ассаламу алейкум, свободный, алейкум салам, Шамиль, и все будет Ичкерия, а сам мне кажется, что Трампа по-другому не может действовать. Невозможно просто объявить войну ФРФ, тем более это СВО и никто по-другому. Ну, наверное. Салам всем свободным, салам. Так, Трампин Хумаала. Выкинуть тебя США, говорит, Норах обо мне заботится. Вот вы обо мне не заботитесь, а вот он обо мне не говори ничего про Трампа, говорит, а то тебя выкинут из США. Не скажу, не волнуйся, ничего против Трампа. Только правду, ничего кроме правды, не скажу. Вот видите, обо мне беспокоится. А у вас кто-нибудь беспокоился вот так? Понимаете? Не понимаю, почему Хамас, Хизбалла сотрудничают с Россией. Они догадываются, что используют. Потому что это одна сатана, понимаешь? Это один дьявол. Понимаешь? Вот поэтому сотрудничают. Все прекрасно не понимают. Нет там никаких мусульман. Понимаете? Есть просто звери, людоеды, которые убивают людей. И нет там никакой религии. Используют. Там есть вот один, сейчас, знаете, такое нагнетание идет. Сидят с одной стороны там на мусульман и наезжают. И как бы мусульмане там все плохие и так далее. А где там мусульмане? Там один сидит, рассказывает, исламофашисты. Представьте, терминологию придумали. Русскоязычный еврей использует терминологию исламофашисты. Нормально так, понимаете? Гнобят. Давайте запретим ислам полностью.
Давайте. Коммунисты пробовали, и мы теперь попробуем. Там. Это чисто русский фашизм идет. Чисто русский фашизм идет. Появляются какие-то евреи, которые недавно прошли гиюр и резко стали блогерами и абсолютно проеврейскими, там они топят за них. Так ты не за евреев топи, ты вчера русский был. Топи против Путина, топи за русских топи. Нет, этого они не говорят. И вот они начинают вот эту тему нагнетать, что там все враги, все должны друг с другом передраться. А знаете, если все враги, то нет ответственного. Понимаете? Если всех называть врагами, значит никто не виноват. Понимаете? Нужно персонально, поименно знать, знать, кто является врагами и так далее. Хизбалла, Хамас – это террористические организации, которые нацелены на то, чтобы убивать. Убивать не ради чего-то своего хорошего, а ради того, чтобы навредить Америке и Израилю. Просто не должно быть такого государства, как Израиль, они говорят. За Хамас, за Хизбаллой стоят Иран и русские. Почему об этом не говорят? Все время почему об этом не говорят? Почему про мусульман говорят? Я, например, никакого отношения не имею к тому, чтобы какой-то вред наносить Израилю. Ни абсолютно, от слова совсем, никак. Почему я должен за это отвечать? Почему меня должны к этому пристегивать? Наоборот, надо мной совершили геноцид русские. И теперь я должен еще поддерживать тех, кто вместе с русскими там против меня выступал. Нет, я не хочу этого. Спасибо, друзья, спасибо. Как-то так. И все они прекрасно знают. И Хизбалла, и Хамас знают, чем они заняты и что они делают. У их задача... Да, есть молодежь, которая не понимает. И там обработали, у него 2 класса образования. Его обработали, ему программу заложили. Вот все, дальше носа своего не видят. Это есть. Но все, кто управляет, все, кто получает миллионы, сотни миллионов долларов, они прекрасно понимают, что они делают абсолютно не богоугодное дело. Они абсолютно 100% знают, что евреи в исламе не враги для ислама, понимаете? Но нужно представить так, нужно вложить программу, и годами, они-то не погибают, правда, сейчас тоже начали погибать, но в основном они не погибали. Посмотрите, лидеры вот этой палестинской автономии, они все своей смертью умирали. Все своей смертью. Вон Халид, Машаль, или там сейчас некоторых, правда, хамасовцев истребили. А так они же, кто вот этот, Ясир Арафат, помните, уже ходить не мог, старенький был, и 800 миллионов долларов у него осталось. Жена потом делила эти деньги со своей партией там, и так далее. Это, я не знаю, это большая игра. Да. Но сейчас, правда, они понесли потери, руководители. Это остудит, мне кажется, следующее поколение лидеров Хамас, Хизбаллы становиться на эти должности. Помните, какой-то ролик там был, когда начали одного за одним хамасовцев ликвидировать, руководство это хамасовское. Какие-то арабы там пошутили, взяли какого-то там своего друга и снимают, говорят, это наш новый лидер Хамас, там, он от них открещивается, нет, там, разбегается, убегает от них. Помните, этот ролик гулял в сети? Вот до этого состояния нужно довести, чтобы в шутку уже неохота было говорить. А так героев возвели их, во всех там вузах разрешают говорить. А никто не объясняет почему. Если так посудить, Израиль мощный, сильный, Америка мощная, сильная. И маленькие там вот эти арабы, Палестины, у них там некоторые там ракеты непонятные, и они проигрывают. И, конечно, если так картину представить, а именно так она всем представляется, потому что другого глубинного изучения вопроса этому нет, то да, конечно, тогда можно понять, простить, как-то пойти навстречу. А вы объясните людям, откуда идут эти корни, почему это все произошло, почему Советский Союз против Америки выступил, почему он начал использовать этих миньонов, почему арабы отдали часть
своего арабского народа на истребление только лишь за ненависти против Израиля и США. Это все же нужно подробно рассказать людям. А, конечно, если так сказать, что вот там сильный, мощный Израиль бьет там бедных арабов Палестины, сектора Газа, то, конечно, выглядит это совсем иначе. Надо всю картину, и студентам это нужно рассказать, в вузах, в американских вузах нужно рассказать. Была бы у меня возможность, я бы им все это рассказал бы, как я это вижу, как чеченец, как мусульманин. Я бы с удовольствием это им всем рассказал бы. Я думаю, многие поняли бы, что картина не такая безоблачная, как нам представляют, что вот там мощный такой боец бьет маленького там безоружного арабского палестинца там и так далее, который в них камни кидает. Нет, это совсем не так. Это далеко не так. Ну ладно, давайте дальше. Не назвал Русню террористом и Пуйло пока не скорее США помогут остановить войну, а потом задавить санкции, можно потребовать освобождения ФРФ от мира. Нужны юристы, чтобы все организовать. Посмотрим, Шамиль. Сейчас США закон, нельзя убивать президентов других стран, режимов. Нет, вообще Соединенные Штаты и вообще Запад пытается избежать возможности нанесения ударов по высокопоставленным там чиновникам там и так далее. Но, например, Сулеймани был уничтожен, ну, много кого так уничтожали. При желании США может это сделать. Почему не делает? Вопрос. Боятся ядерной эскалации, какие другие причины. Боятся, что выйдет из-под контроля. Не знаю я. Не знаю, много, очень много. Вообще, с приходом Трампа вся карта, вся вот эта шахматная партия перевернута вообще, нафиг. Мы видим только то, что вот интересует США, это Ближний Восток, Иран. Это не столько даже Израиль интересует, это больше США интересует. Давайте как есть говорить. Израиль уже договорился бы, и с Ираном, наверное, тоже. Так, давай. Спасибо, друзья, за подарки. Спасибо, Лаура, спасибо все. Спасибо, человек с еврейским ником. Хамас плюс Путин плюс совершенно верно. Аслан, ассаламу алейкум, можно вопрос? Конечно, можно. Мы как раз для этого собрались, мне кажется. Ну, ты его так и не задал, я смотрю. Тут не вижу этого вопроса. Алейкум салам. Владимир Исаков. Очень приятно, Владимир. Очень приятно. Мочите русню, как Сидоров, коз до посинения. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, так, давайте. Иран раньше был светская страна, почему они так стали ярыми фанатиками? Ну, я не знаю всей их истории, почему стали светской страной. Они как таковой особо и не были. Они всегда были религиозным государством. И религия, шиизм большое значение всегда имела в Персии, в Иране. И управляли людьми они при помощи религии всегда. Почему
закрылись они, почему они стоят. Ну, мир поделился на две, наверное, так, я просто все детали не знаю. Мир поделился на два лагеря, советский и западный, англо-американский мир. И вот с тех пор они оказались на темной стороне истории. Вот так, мне кажется. Так, ну да вот такая судьба Трампа. А знаешь еще, Иркин, мне очень нравится, когда показывают голых женщин, там, извиняюсь, конечно, мини там очень короткие, раскрытые, все. И потом показывают женщину, которая носит там хиджаб или платок, и говорят, вот, смотрите, что произошло. Это абсолютная подмена понятий. Абсолютно. Абсолютно не имеет голая женщина и женщина в платке никакого отношения к правам человека, к тирании, там, еще к чему-то остальному. Просто почему мы не видим монашек голых, с мини-юбками и так далее. Потому что они верят в Бога, и им так Бог велел, и они закрываются, одевают одежду. Поэтому это право выбора каждого, как одеваться, что носить. Но когда подмена происходит, вот это для меня странным кажется. Ведь есть нарушение прав людей, есть убийство, есть узурпация власти и все остальное. Но говорят не об этом. Говорят о том, что почему она не голая ходит. Ведь она же голая ходила. А теперь почему не голая ходит? А почему, вот вы мне скажите, считается не культурным, не красивым? Английская королева, например, не ходит там в мини, там, разрезах, там, и голой и так далее. Почему не ходит? Почему аристократы считают, что нужно закрываться, что особо не выставлять на публику свое это? Почему? Потому что это культура, потому что это эстетика, потому что это уважение. Вот почему. А нам почему-то рассказывают, что вот если она в мини-юбке, то это было все права человека, цивилизация там и так далее. Я этого не понимаю вообще. Для меня это очень трудно понять. Это сравнение абсолютно. Если женщина ходит голая, это, конечно, ее право, она имеет право ходить, как она хочет. Но она нисколько не становится ни лучше, ни достойнее, ни уважительнее, никак не становится. И вот эти вещи, они такие интересные, да. Пример приводится. Пример приводится, например, стоит жена нового вот этого главы Сирии, которая одета в хиджаб. Я не помню, глаза у нее открыты или нет, но, по-моему, просто хиджаб она одета стоит. И говорят, вот там режим Асада был лучше. Вы что, вообще с ума посходили, что ли? Режим Асада, тюрьмы зайдите, посмотрите, что делал режим Асада. А сравнивать только лишь за одежду, ну тогда всех женщин нужно раздевать. Не надо тогда одних арабских женщин раздевать. Давайте всех раздевать тогда. Всех до единого. Давайте так сделаем. Чтобы и ваши жены ходили такие же, и вы сами ходили такие же. И так это же нужно делать. И ваши матери ходили, и все аристократы ходили, и все там короли, цари ходили. Равные же так делать. А в противном случае как-то глупо выглядит сравнение там. Ну, это, конечно, провокации есть тупые просто люди есть. Но вот эти вещи мне трудно понять. И знаешь, Иркин, я не думаю, что какие-то ярые фанатики они стали. Они были такими. Религия — это там один шаг, и ты уже абсолютно фанатичен. Да, вот такая судьба Трампа, что он вынужден иметь дела с убийцами, тиранов. Но это было бы, чтобы они этого не делали, иначе как Сулеймани или сейчас хуситы получают от США. И это привет Русне и Пуйлу, и Ко. Возможно. Голыми, как африканцы из племени Бумба.
Знаешь, мне что кажется, мне кажется, что мы слишком много внимания уделяем вот на отвлечение от основных проблем на второстепенные вещи. Второстепенные вещи, на неважные вещи. Ну, специально, ну, большая работа ведется на самом деле. И каждый преследует свои цели. Вот как-то так. Часов Яр просто превращен в руины. Часов Яр, да все, что только возможно. К большому сожалению. Кстати, возвращаясь по поводу главы Сирии, вообще, а кто это такой этот человек? Кто знает, что это за человек? Откуда он взялся? Он, BBC, например, рассказывает, что он агент асадовской разведки был. Ихнего Мухабарат, по-моему, называется, да, их разведка была. Он их агентом был. Отправили воевать против США. Потом он оказался где-то как-то в Аль-Каиде. Потом он оказался близким там с ИГИЛ. ИГИЛ это русня. Стопроцентно. Ирак и русня. Вот ИГИЛ. Он оказался в этом ИГИЛ. Я не знаю, он действующий агент, он был там, действовал, шел куда-то. Или же он, я не знаю, был, так менялось у человека мировоззрение. В конце концов, он стал другом Турции, а Турция это ближайший союзник США. Короче говоря, непонятно, да, что это за человек, как он оказался у власти. И странно все. Опасный типа. Он даже не сириец, говорит. По-моему, он сириец. Он сириец. Саудовская Аравия, говорит, сидел в Гуантанамо. Его народ не выбирал, конечно. Какой его народ выбрал? Конечно, его никто не выбирал. Нет, он не из Саудовской Аравии. Он учился в Саудовской Аравии, а он сам сириец. Самый настоящий, типичный сириец он. Но тоже странный чувачок. Поэтому странно это все, что тут происходит. Тут начинаешь заниматься каким-то делом, пытаешься что-то найти, правду, искать истину, а в итоге понимаешь, что здесь полный какой-то договорняк идет. Как-то так.
Как-то так. Марнаш каблой. Кабло далваста марнаш холдацер. Авиг удало удешо. Ночи оман сагатте шуя. Байлбуя ночи омц. Я просто ишца чувал. Амилш дешо го. Ни о чем. Непонятно откуда вышел. Может, они смешивают все в кучу, чтобы всех запутать. Да они уже всех запутали. И так, куда еще? И вообще везде странно. Йемен там бомбит корабли. Ну, с Йеменом-то еще все понятно. Йемен это Иран. Иран это враг США и Израиля. И Йемен это шииты, хуситы, которые снабжаются, финансируются, поддерживаются Ираном. И их задача отвлекать внимание от Ирана. Oman doanas dia shusha boko. Doanas da birke mokšaljaco i gajace. Металиш рода парализованный Волж полностью. Доанаш би докидывал возможности очень. А так за русским уйо хуш мадуйо аудиция аулил додец. За русских вацари дец. Doanas dia шутов. Металиш родец. Шикук доч. Шикук доч. Там может быть объяснен, да, на что дается. Как-то так, друзья, как-то так. Вся эта беспонтовая троллятина будет вновь и вновь, Леон. Вновь и вновь. Индия это мусульманская страна? Нет, Индия не мусульманская страна. Хотя там много миллионов мусульман проживает, но это преимущественно не мусульманская страна. Он варся да маршал дуэль, цонг шола сумаца бог, просто чуэль, сюк де что амел, цана метти довш, да, юкул чу, марнаш хэб лой herboш, as дүйч теги, сюк хэр капет текст я дүйцэг, цунде со, цана дешах, ти шуатсон, я, осан бол чаря, цунде ла сада, ойта со, пока сада, мегердуй. Более цатель куль шушайл программ, да, тючек, собусал буати бош, да. Шаш бдалар шубусал, такам шадар да, шхач. Хуситы запустили ракету в аэропорт Бен-Гурион. Ну вот они отвлекают на себя внимание. Просто давайте бейте по нам, бейте не по Ирану, бейте не в другое место, бейте по нам, они говорят. Да, это ясно все.
Так. Никакой Бен-Гурион не запустили, ложь. Вот. Ну, может, запустили они. Просто там же, где запустили, там она и упала. Может, об этом речь. Просто планировали запустить, может. Нацелились. Ну и не шмогла. Ладно, друзья, я на сегодняшний свой стрим закончу на этом. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра я постараюсь провести на чеченском языке. Ну, посмотрим, как что будет. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Слава Украине, ам Израиль Хай. Все будет Ичкерия. God bless Америка. Вива Грузия, живе Беларусь и все остальное.